Здравствуй, страна огромная! Мы начинаем очередной выпуск нашего совместного YouTube-проекта. На этой неделе весь мир замер в напряжении, примерно в таком же, как мы все пребывали сейчас, ожидая, когда у нас восстановится интернет, для того, чтобы мы могли начать эту трансляцию. Вот, и спасибо всем, кто дождался. И приветствую вас всех. Ставьте сразу лайки, пишите комментарии по тому, что вы думаете вообще, что происходит сейчас в мире. И самое главное, вот эти вот удары по Крымскому мосту, до этого у нас были удары по Северным потокам. Сегодня еще Владимир Владимирович сказал, что поймали диверсантов, которые пытались взорвать турецкий поток. И мы видим, что удары носят, с одной стороны, конечно, удары по критической инфраструктуре, транспортной, энергетической инфраструктуре, а с другой стороны, это достаточно символические объекты, которыми гордилась действующая власть, ставила себя в большую заслугу. И я думаю, что это определенно имеет большое символическое значение. Вроде, может, таких повреждений сильных нет с точки зрения физической. Есть возможность дальше переправлять объем определенный газа, есть дальше что-то, возможность переправлять по мосту, но самое главное, символ. Повреждено то-то, сё-то и так далее. Об этом мы сегодня поговорим и подумаем, к чему дальше это все может привести. И я хотел бы вам представить наших гостей. На связи у нас канал Спец, соведущий мой сегодня Дмитрий Данилов. Мы его давно не видели в эфирах «Страны огромной». И Олег Владиславович Есинский, журналист-международник. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть не сильно я воспринимаю, есть ли у нас связь с Москвой. Сергей Георгиевич, давайте начнем все-таки обсуждение. Москва определенно к нам присоединится, без Москвы сейчас никуда. Да пора бы уже. Сегодня мы увидели, что страна, не только руководство нашей страны выражает обеспокоенность, но еще какие-то ответные меры предприняла. И ответные меры тоже вызывают вопросы. По энергетической инфраструктуре, по электроэнергетической инфраструктуре нанесли. Многие ожидали, что будет там что-то другое, там какие-то военные объекты. Почему именно по электроэнергетике решили начать удары? Вообще есть какая-то логика в этих действиях? Может быть и есть, я ее не вижу. Я хотел, чтобы мы с вами вернулись к началу, к объявленным целям этой специальной военной операции. И вы помните, что тогда, когда она начиналась, 24 февраля этого года, было объявлено, по сути дела, 3 цели. Это денацификация, демилитаризация и дебандеризация, если можно так сказать, потому что, чтобы не было сторонников Бандеры на территории нашей братской республики. Вот если оценивать все эти 3 цели, то это ведь в первую очередь не военные цели. Это цели политические. Конечно, наверное, вооруженные силы в этом должны играть какую-то роль, но, на мой взгляд, далеко не самую главную, не самую первую. И если мы сейчас втягиваемся в обсуждение разного рода военных вопросов, где бомбить, где взрывать, где наступать, где отступать, то таким образом мы втягиваемся в обсуждение именно военной операции, забыв про то, что было объявлено в самом начале этой специальной военной операции. Или это специально происходит, что мы все время вовлекаемся в том, чтобы обсуждать, что делать военным. Я не считаю себя специалистом в военном деле, хотя и старший офицер по званию, и в Академии Генерального штаба учился,
но тем не менее не хотел бы задавать вопросы или тем более оценивать, как нужно в первую очередь, где наступать и что нужно взрывать. А вот вернуться к началу, это я считаю, что мы все время должны это делать. Либо, значит, высшее руководство страны должно сказать, что мы бросили эти все три цели. Сейчас у нас самое главное – это военная цель, значит, что мы должны разбомбить разного рода военные штабы, центры принятия решений, значит, уничтожить тех же самых легионеров, которых там понаехало со всего света и так далее. То есть, если оценивать вот сегодняшние происходящие события, как с той, так и с другой стороны, и газопроводы, и значит, Крымский мост, с заявленных политических целях, то, на мой взгляд, это абсолютно не стыкуется. Многие сейчас уверены в том, что нанесли сначала по гражданскому объекту, по Крымскому мосту удар, раз. Дальше наносятся удары ответные. И все думают, что сейчас Украина опять нанесет ответный удар. То есть это прямой путь, по мнению большинства экспертов, там и опросы проводились, и в частном порядке люди высказываются, что сейчас путь к острой эскалации конфликта. Совершенно верно. На наших глазах идет возгонка как раз вот военной части. И мы пока даже не видим, где и когда может наступить этот предел, потому что уже всерьез с обеих сторон обсуждается вопрос применения ядерного оружия. Ну, по крайней мере, все друг другу грозят этим. Но я еще раз возвращаюсь, мы с вами обсуждаем военную часть операции. Я не очень понимаю, каким образом при помощи бомбардировок или, или ракетных бомбардировок, энергосистемы или любой инфраструктуры, мостов там, и трубопроводов можно решить вопрос денацификации. Может быть, кто-то мне объяснит, я этой связи не вижу. Если, повторяю, мы поменяли цели, значит, нужно смотреть тогда, к какой цели мы идем, чтобы все, даже те, кто сегодня мобилизован, вот, значит, там 300 тысяч человек, которых, значит, мобилизовали в таком срочном порядке, они ведь тоже должны понимать, а с какой целью они там приходят. Либо они должны, значит, денацифицировать Украину, чтобы разобраться с фашистующими элементами, которых, конечно, там не вся Украина и не весь народ. Точно так же разобраться с теми, кто вооружен там до зубов, демилитаризацию сделать. Так сказать, мы сегодня обсуждаем, где в первую очередь бомбить, а где взрывать. И обсуждаем, значит, кто кому что взорвал и так далее. Ну, мне кажется, что это абсолютно бессмысленный разговор, потому что объектов еще много. И на Украине инфраструктуры, те же самые трубопроводы, вот, и на российской земле, к счастью, еще достаточно много объектов. Вот, поэтому обсуждать сейчас, что в первую очередь нужно взрывать, а что не взрывать, я, так сказать, не думаю, что это тема для нашей передачи. Вы высказали определенного рода отсутствие понимания. Это отсутствие у вас, у профессионального политика, у государственного деятеля такого понимания. Я думаю, что не только вы, большая часть и экспертов, и реально политиков, депутатов Госдумы не имеет такого понимания. Не говоря уже о рядовых гражданах. Возможно, это вообще тоже часть вообще существующей сейчас системы. Я вот хотел бы тоже про мобилизацию, которая вызвала достаточно большой интерес у наших зрителей. Владимир Владимирович сказал, что губернаторы должны контролировать мобилизацию, но это же тоже федеральные полномочия. Это разнонаправленные сообщения идут. То есть полномочия формально у одних, а контролировать должны другие. Я должен сказать, что полномочия, они сегодня настолько запутаны между нашими этажами, уровнями власти, что они во многом накладываются. Губернатор по своему статусу является председателем призывной комиссии.
Мобилизация – это и есть призыв. Призыв в определенных рамках, с определенной целью, с определенным количеством и так далее. Каждый год, 2 раза в год есть призыв, и губернатор, в том числе с учетом того, что нужно объединять очень многие структуры, и военные, и местные структуры, и муниципальные, и региональные, поэтому вот у него такая должность. Поэтому невозможно без губернатора провести мобилизацию любую. Это с одной стороны. С другой стороны, вы абсолютно правы, потому что что касается уже, скажем, обеспечения всех мобилизованных, вот это уж точно федеральные полномочия, начиная с военной формы и кончая там вооружениями, как говорится. И когда весь народ, и муниципалитеты, и регионы начинают одевать своих мобилизованных людей и давать им там в дорогу все, чтобы, так сказать, они там не замерзли, ели и так далее. Вот это вот точно не должно существовать. Это федеральные полномочия. И, конечно, так сказать, собирая своих там сыновей, любая семья, любой регион, любой муниципалитет, он хочет, чтобы, значит, они были, если уж их мобилизовали, то они были бы не холодные, не голодные, обутые и одеты должны быть. Это понятно. Но возлагать это на тех, кто мобилизует, это, конечно, полный бардак. Спасибо, Сергей Георгиевич. У нас восстановилась связь в студии в Москве с Олегом Ясинским Игорь Гончаров, и присоединился к нам Федоров Георгий Владимирович, лидер общественного движения «Содействие социальной справедливости и гражданская солидарность». Олега Владиславовича Ясинского еще раз представлю. Журналист-международник украинский, долгое время проживающий, специализирующийся на Латинской Америке. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Игорь, вот мы начали обсуждение с того, что сейчас в ответ на удары по знаковой, такой символичной для режима инфраструктуре, мы ответили, грубо говоря, деэлектрификацией Украины. И по сути это все приведет, как уверены многие, и эксперты, и вообще просто участники разного рода опросов сейчас, это приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Никто не видит вообще каких-то решений, как можно дальше что-то разрешить мирным, немирным путем. Вообще никто не видит путей. Что происходит и что нас ждет дальше? Может, вот об этом нужно сейчас говорить? Что происходит и что ждет дальше? Ну, что происходит, еще можно описать как-то, да, кратко. Что ждет дальше, очень сложно, потому что, мягко говоря, мы имеем не самое последовательное руководство с не очень понятными стратегическими планами. Я даже не уверен, что у нашей администрации есть какая-то единая выверенная стратегия. Все время какие-то вот, как боксеры положения. Дали в челюсть, там, он закрылся, там, ответил. Идет возня какая-то. Это вот что касательно, что будет дальше. Вот. Что касательно, как ты сказал, электрификации Украины, это очень смелое заявление. Вот. Система поражена только частично. Украина была прекрасно оборудована системами, там и кольцевые системы. Ну, это Советский Союз был. Народ грамотно жил на этой территории. Энергетика там была построена великолепно, с хорошим запасом и так далее. Сейчас будет, конечно, какой-то хаос какое-то время. Они перекроются. То есть говорить о том, что там наступил коллапс, или как они, вот, многие блогеры, и менее уважаемые представители администрации говорят, что вгоним в 18 век, там, в Средневековье. Ничего подобного этими ударами не добились. Это пощечина. Вне всякого сомнения. Это просто пощечина. И здесь я согласен с тем, что это провокация на эскалацию, на военную эскалацию, на работы ДРГ уже на территории России. Это не то, что полумера. Это стимул к этой партизанщине. Это очень опасный путь.
То есть, с одной стороны, правильно, что за удар по мосту идет ответ, немедленный. Но даже здесь я бы сместил акцент. Даже здесь, для общественного понимания, вот для гражданского понимания, реагировать надо было не в тот момент, когда били по мосту, а в тот момент, когда, не помню как звать этого ублюдка, некий нацик опубликовал вот эти вот телефонные кадры, как хоронят гражданских, сваливают как скот в яму. Война имеет свою специфику, там другие законы. На войне нет презумпции невиновности. Есть, наоборот, презумпция виновности. И когда происходит нечто подобное, вот в момент военных действий, доказывать, требовать международных расследований может только идиот. Надо мгновенно реагировать. Вот должна была реакция быть, вне всякого сомнения, но в ответ на вот эти убийства. Тогда бы это выглядело нормально. И, кстати сказать, для многих отрезвляюще. Я убежден, и на том бы конце поняли. Потому что удар по мосту, его нельзя назвать в чистом виде гражданским объектом. Это война. К сожалению, в военное время это норма. По этому мосту идут эшелоны с оружием. Для Украины, нравится это или не нравится, надо быть честным. Это военный объект. А вот когда они валят гражданских, как скот, да еще публикуют эти кадры, и при этом со стороны администрации Киева нет никакой реакции, вот за это нужно карать сразу. Вот тогда бы все встало на свои места. Это вот касательно вообще того, что происходит. А в целом, ну понимаешь, вся эта ерундистика, включая войну, это как бы вот этапы Великого Пути. Началось все это в 91-м. Ведь эта публика, которая сейчас с нами рулит, кому в руки попала по случайности России, они вышли из 90-х годов. Окопались, присиделись. Это одна команда. Они виновны и в развале Союза, они виновны и в последующих конфликтах, они виновны и в деградации Украины, и в деградации России. И то, что там на Украине, то, что у нас, это два сапога пара. Просто братки делят территорию, а гибнут ребята. Вот об этом тоже надо думать и говорить. Вот, пожалуй, вот это вот две существенные вещи, которые я хотел бы добавить. Спасибо. Ну, давайте наших гостей спросим, что, по их мнению, является самым важным в том, что происходит сейчас. Я бы предложил этот вопрос сперва задать Олегу Владиславовичу. Олег Владиславович, ну, возможно, что мост, горящий мост, сжигаемый, разрушаемый мост, это определенного рода еще и метафора. В этом есть, может, смысл? Как разрушение мостов сейчас между нациями, между Западом, Востоком, между Россией и Украиной. Как вы думаете, что сейчас вот происходит? Я думаю, что сейчас мы переживаем несколько параллельных реальностей одновременно, причем некоторые кажутся виртуальными вообще. Это время постправды, когда нам все труднее отличить то, что происходит на самом деле, и некие символические картины, потому что мост, несомненно, символ, несомненно, метафора, но более того, говорить о том, что это только гражданский объект, это не совсем точно, потому что в условиях войны это еще и военный объект, несмотря на то, что война может не называться войной, но в конце концов, опять же, это не между Россией и Украиной, а Россией и коллективным Западом. Опять же, коллективный Запад – это тоже метафора, это тоже обобщение, потому что, с одной стороны, мы видим интересы Европы, которая является жертвой этой войны, и, с другой стороны, роль Госдепа США, роль Великобритании, которые являются главными зачинщиками, заказчиками и бенефициарами этого процесса. Потому что я думаю, что весь этот процесс начался, конечно, гораздо раньше февраля этого года, гораздо раньше 2014 года. Мы помним, как Украина к этому шла с момента получения независимости, то есть Украина, с одной стороны, со своей независимостью становилась все более зависимой от Запада. Потом, когда, если я не ошибаюсь, в 2005 году Ющенко становится президентом, он начинает активно продвигать Украину в НАТО,
На это Россия, которая немного приходит в себя, была речь Путина в Мюнхене в 2007 году по поводу продвижения НАТО к восточным границам России. Я думаю, что к западным границам России, я прошу прощения, вот я думаю, что начиная с этого нам необходимо пытаться сделать этот анализ, потому что иначе у нас будет такой модный сейчас клиповое восприятие, вот там бяки-буки пришли неожиданно для всех во власти в Киеве, потом, когда Россия начала спецоперацию в феврале этого года, почему-то они стали стрелять в ответ вместо того, чтобы встречать освободителей. То есть мы видим такую странную картину. С одной стороны, нет более близких народов, чем российский и украинский. Мы находимся совсем рядом. С другой стороны, кажется, что в России нет вообще никакого понимания, чем является Украина, чем ее сделали за последние 8 лет. И опять же, чем ее делали последние 30 лет. И точно так же, вот я был в Киеве долго в прошлом году, я тоже видел поколение украинцев, которые выросли, молодежь, которая не была ни разу в России, которая совершенно не представляет, что такое Россия. Поэтому они тоже готовы легко верить в том, что российские военные будут вывозить унитазы, стиральные машины, куски асфальта, потому что в России этого никогда не видели. То есть мы живем и питаемся взаимными мифами, не говоря о том, что есть общий миф о Западе, о США, о Западной Европе, как какой-то прогрессивной процветающей части человечества, хотя этого давно уже нет. Это свет далекой звезды, которая, может быть, горела или нет, уже не столь важно, но суть в том, что она погасла. Что происходит сейчас? Я думаю, что главная проблема российского общества в том, что нет идеологического проекта, нет картинки будущего, то есть непонятно, что дальше. Аргумент того, что коллективный Запад, американский империализм – это абсолютное зло, которое ведет войну против всего человечества, это все правда, это так и есть, но этого недостаточно для того, чтобы бороться за будущее. Поэтому, опять же, если бы сейчас Россия смогла взять под военный контроль всю территорию Украины, идеологически, информационно, что можно было бы предложить людям, сознание которых отравлялось не последние 8 лет, а последние 30 лет. И опять же, тем же ядом, которым отравлялось сознание и граждан России, и молодежи России тоже. То есть проблема очень комплексная, очень сложная, и без ее решения, ее радикального решения внутри российского общества, без того, чтобы затронуть интересы большей части российских элит, эта задача совершенно неразрешима. Георгий, вы что думаете по поводу происходящего? Вот в дополнение или в уточнение вопроса, впервые за долгое время Рамзан Кадыров выразил удовлетворение ходом спецоперации после того, как провели вот эти сегодняшние бомбардировки. Нам действительно нужно удовлетвориться тем, что происходит? Ну, надо понимать, что мы с вами, простые обыватели, многого не знаем. Ну, то есть, видимо, это во время вот этой войны, военного конфликта, было очень много договоров каких-то, которые были за кулисами сделаны. Видимо, был какой-то договор о том, чтобы инфраструктуру не трогать. Поэтому мы видели вот эту странную войну, и многие называют странными, когда мы куда-то уходим, мы не бьем, так скажем, и так далее. В данном случае, видимо, Рамзан Кадыров в этих договоренностях не участвовал, так как сейчас, судя по всему, после удара по Крымскому мосту, символическому в том числе, эти договоренности обнулились, начались ответные удары по инфраструктуре Украины. И, соответственно, исходя из этого, Рамзан Кадыров, видимо, рад такому развитию событий. Но надо понимать, что все то, что происходит, это называется словом война. У войны свои законы, правильно, как сказал Игорь, да, и в этом отношении эскалация конфликта, она была неизбежна. Она изначально после 24 числа была неизбежна. Как только начинают говорить орудия и, как бы сказать, солдаты оружие, тогда уже политические процессы уходят на второй план. Ну и, кстати, зная чуть-чуть, изучив действия Путина, он всегда действует, так скажем, очень жестко на личные вызовы. То есть, когда ему лично кто-то, так скажем, как с Крымом или как там с Ходорковским и так далее, он всегда это действует
жестко. В этом отношении он это воспринял как личный вызов. То есть в его день рождения взорвали его детище, так скажем, цинично, и его один из таких символов. Он решил, что надо как бы отвечать именно по такому формату. Куда дальше это приведет, я не знаю, но надо понимать, что там, например, американцы, те же самые, которые бомбили Белград, Сирию, вернее, Ливию и другие, Ирак, они действовали именно изначально такими методами, выводя из строя инфраструктуру, разрушая мосты, телекоммуникации, связь, тем самым приводя экономику той страны, которую они бомбят, в, так скажем, в нерабочее состояние. И после этого уже происходят какие-то там наземные операции, которые позволяют им достичь успеха. Я думаю, что сейчас, видимо, после вот этих вот перегруппировок в Харькове, после вот этих вот страшных кадров, которые мы видим, и о которых Игорь говорил, и вот это все некоторые не очень успешные вещи на фронтах, мобилизация проблемная, необходимо было какую-то удовлетворительную пилюлю, которая могла бы, так скажем, порадовать какую-то часть общества и военных в том числе, которые не удовлетворены ведением боевых действий. Потому что многие военные считают, что им, так скажем, связывают руки вот этими договоренностями. Если им дать возможность, они бы уже давно этот конфликт закончили. Что нас ждет? Нас ждет эскалация, бесспорно. Эта военная история, она будет продолжаться долго. Вопрос в том, у кого будет господство не только там в воздухе, да, так скажем, а военная инициатива. В данном случае, я как понимаю, вот эти удары, они призваны еще к тому, чтобы военная инициатива была за нами, а не за украинской армией, которая сейчас там наращивает под Херсоном огромные силы и которая довольно-таки эффективно ведет боевые действия, в том числе и террористические. Надо понимать, что ДРГ украинский, который работает на территории Российской Федерации, это серьезно. Надо понимать, что террористические акты будут продолжаться. Надо понимать, что после того, как в Киеве и в других, во всех городах многих удары были, то и в Москве, в Питере и в других больших городах я не картую, я не говорю о том, что это хорошо, я просто по факту могу сказать, надо готовиться, что мы вспомним опять о каких-то террористических актах, о каких-то вот таких вещах. Например, Дугина, это же уже, можно сказать, Москва, Подмосковье. Я думаю, что такие акты будут продолжаться. По вашему прогнозу, мы просто будем завязать в этой войне все больше и больше. Как в болоте. Но мы уже завязли в этой войне, потому что, судя по всему, именно действительно изначально готовилась, так как там было очень много Росгвардии, просто полицейская операция, которая должна была пройти быстро. Судя по тому, что сейчас происходит, судя по тому, что мобилизация происходит такими темпами, это уже не спецоперация, это уже не полицейская операция, это уже полноценные военные действия, которые даже уже можно сравнить не с Афганистаном. Я напомню, что в Афганистане за 11 лет и за 10 лет погибло, по-моему, там 17 тысяч человек. Судя по тому, сколько сейчас погибло, говорят, это серьезная цифра. Это первое. И второе, Чечня тоже. Во время Чечни, я напомню, никакой мобилизации не было. И в данном случае, правильно, многие говорят, что мы подошли к такому краю, что уже от нас с вами лично уже ничего не зависит. Тут уже разговор, как любые гражданские конфликты, я считаю, как гражданин Советского Союза, как человек, который в Советском Союзе родился, что это, так скажем, не прекращающаяся, продолжающаяся гражданская война. Они могут, во-первых, затягиваться очень долго, а во-вторых, одна из сторон должна победить. Третьего не дано. Гражданские войны, они так не заканчиваются по, так скажем, мановению палочки. Спасибо. Игорь, Да. я бы попросил вас тоже позадавать Да. вопросы нашим гостям. Я, во-первых, хочу подчеркнуть тезис, очень важный тезис, который сейчас Георгий произнес, точный, ясный. Гражданская война не может закончиться договором. Вот это очень точная формулировка. Очень точная формулировка. Это ясное понимание необходимо того, что Украина так и не стала
самостоятельным государством. Она все время примыкает то к одному центру силы, то к другому. И это гражданская война, это масштабная гражданская война. Вот это вот очень точное описание и понимание. Тут невозможно никакого вот полноценного переговорного процесса, к сожалению. Поэтому можно говорить только с кураторами, только с теми, кто снабжает. Другого не дано. Это вот первое. А второе, я вот от себя бы хотел добавить. Ты говорил об анализе. Я обратил внимание на такую деталь. Почему-то они не говорят, что мост, покушение на мост, оно неполноценное все-таки. Мост устоял, движение восстановлено достаточно быстро, почти сразу. Попытка была диверсионным образом. Это говорит о том, что на сегодняшний день у Украины нет таких средств поражения, нет таких ракет, нет такой авиации, которая могла бы позволить нанести более эффективный полноценный удар. Это говорит о том, что нету вот той поддержки, о которой нам все время рассказывают. Не в той степени втянулся Запад, Европа, там называйте это как угодно. Либо им не разрешают, либо им не поставляют. И понимая это, особенно позорно, почему мы так сдаем позиции. Особенно позорно. Вот. Где то величие России? Ну, это вот просто то, что я из наблюдений забыл сказать. А тогда, это точно, без демонстрации силы, воли, ясных требований, должны быть ясные требования, понимаемые всеми, не вот эти вот аморфные там, денацификации и так далее. Потому что, еще раз говорю, ну, елки-палки, вот когда блогеры, да ладно блогеры, Коношенков, Министерство обороны, официальный голос России, официальный голос военной машины России, с упоением рассказывает, сколько уничтожено националистов каждый день. Какие националисты, ребята, вы что? Это солдаты. Вот здесь тоже надо поломать и в риторике, и в понимании. Это вот очень важный момент. Дело не в националистах, а в том, что бушует гражданская война. И, как всегда, в России такого масштаба, какой мир не видывал. Россия большая. Антон. Да. Сергей Георгиевич. Да. Можете вот этот тезис прокомментировать? Гражданская война все-таки. Ваша оценка? Или мы тут горячимся? Нет, мы не горячимся нисколько. Я думаю, что такая оценка, она имеет полное право на существование. Другое дело, что только этой оценкой происходящее оценить вряд ли было бы правильно. Действительно, на сегодняшний день столкнули руководителей двух государств, а вместе с ними и долгое время готовили, чтобы в Украине, в первую очередь, в народе культивировалось по отношению к России, к российскому народу, вот такое мнение, что мы враги. Это готовилось достаточно серьезно по всем направлениям. Сегодня напомнили о том, что действительно 30 лет это последнее происходило. Еще в 90-е годы были лагеря в Польше, в которых готовили боевиков, а потом они приходили и в правом секторе и так далее, значит, находились и служили, и, по сути дела, диктовали тому правящему режиму или тем правящим режимам, которые существовали в Российской Федерации. Вот. Да, но дело в том, что вот так для нас может быть очень плохо, непривычно, стыдно, я бы даже сказал, что мы втягиваемся в гражданскую войну между двумя братскими народами, но эта гражданская война имеет свою специфику, потому что заказчики этой войны находятся не в Украине. И это нужно учитывать.
И, кстати, вот тот фактор, что мы оцениваем, что не настолько сильно и хорошо экипировали Украину разного рода оружием террористическим, где можно было подорвать, значит, так сказать, мост и так далее. Я вот по своей военной специальности, военный инженер, нас учили, что подрывать надо не пролетные строения, а опоры. Тогда восстанавливать гораздо труднее. Ну, судя по всему, этому не учили тех людей, которые, значит, вот провели вот этот террористический акт. Действительно, это выглядит, с одной стороны, вроде бы символично, и на весь мир вот эти вот кадры показали, но с другой стороны, это, значит, как-то вот с точки зрения сегодняшних возможностей террористических достаточно слабо, я бы сказал. И это тоже в интересах не Украины. Это в интересах Запада коллективного, как мы уже сегодня говорили, и, может быть, Америки в первую очередь, если из Запада выделять Америку. А им нужно, чтобы мы были в вечной войне. Им не нужно настолько хорошо экипировать Украину для того, чтобы они там, так сказать, нам достаточно сильно устроили противостояние. Они немного им помогают, сколько это возможно. Вот даже те большие средства, которые за последние несколько лет Запад и в частности Америка давали Украине на вооружение и на то, чтобы легионеров содержать и так далее, и чтобы они покупали это вооружение везде, ну или, вернее, давали вооружение и говорили, сколько это дело стоит. Это ведь небольшие деньги по сравнению с тем, сколько дала Россия за последние 30 лет Украине. По оценкам экономистов, это 250 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем весь Запад дает на войну. И вот в этом есть символ. Запад Украине дает на войну, чтобы она продолжалась, чтобы мы были с ней завязаны, чтобы победы ни одна, ни другая сторона не одерживала, и чтобы они при этом в этой мутной воде ловили рыбку. И Запад, и в первую очередь, значит, Америка. Поэтому вот если с этой точки зрения посмотреть на все происходящее, то вести переговоры, конечно, нужно не с Украиной, потому что она действительно полностью подчинена, находится в русле политики нынешнего Запада. А разговаривать и переговаривать с теми, кто не принимает решения, ну просто это трата времени лишняя. А вот как сделать так, чтобы Запад пошел на переговоры и посчитал, что значит, ему будет трудно жить дальше, если они о чем-то не договорятся с Россией, вот эта задачка потруднее. Она не находится только в той части, что мы там перестали поставлять газ в Европу, и там резко выросли цены, что люди там недовольны, на 15%, на 10% выросли цены на газ. Этим делом не заставишь, тем более Америку. Она в этом деле не участвует, у нее как раз все шоколадно. Вот здесь надо перенацелиться и вести переговоры, если уж вести переговоры, с теми, кто принимает решения, а не с инструментом. При всем уважении к Украине. Я бы здесь немного развил эту тему. Мне кажется, она очень важна для понимания того, что происходит, потому что очень часто, видя ситуацию из эпицентра конфликта, очень трудно заметить аспект более широкий во времени и в пространстве. Потому что еще лет 10-15 мы говорили, причем мы, глядя из Латинской Америки, я был в Чили, в Латинской Америке, мы с друзьями, встречаясь, часто говорили, что главной угрозой для своих интересов даже не просто Госдеп США, а именно демократическая администрация Соединенных Штатов Америки видела возможной намечавшейся оси между Москвой, Берлином и Пекином. С одной стороны, природные запасы России, конечно же, пространство
финансы и технологии Германии и рабочая сила и потенциал экономического роста Китая. То есть если эти три фактора геополитики объединятся хотя бы на какие-то 10-15 лет, закат американской империи становится практически неизбежен. Поэтому необходимо было любой ценой вбить в это клин. Это происходит сейчас, с одной стороны, путем разрушения Евросоюза, потому что если кто-то из нас сегодня об этом вспомнит, вот я помню, что мы были еще почти подростками, детьми, студентами еще в Советском Союзе, когда романтически возникал Евросоюз, о котором говорили как о общеевропейской альтернативе влияния Соединенных Штатов Америки в Европе. Причем, когда он возникал, сохранялась структура НАТО, и нам казалось, что будет совершенно логично с исчезновением пакта Варшавского договора, естественно, должно было исчезнуть НАТО. Потом происходят какие-то очень странные, очень неожиданные для нас события. И вот на последних голосованиях в международных организациях, которые все более символическими становятся, бывшие традиционные банановые республики типа Гватемалы, Гондураса, Боливии, то есть страны, которые были каким-то международным символом персонажей из О. Генри, из «Королей капусты», то есть страны, которые не обладали никаким суверенитетом, сегодня они оказываются более суверенными, чем Германия, чем Франция, которые полностью подчинены интересам Соединенных Штатов Америки. Франция, будучи ядерным государством, оказывается, у французских военных нет права нажимать на некоторые кнопки без разрешения Верховного командования НАТО, то есть США. То есть Европа неожиданно оказывается стопроцентным заложником НАТО, да, как Украина является заложником НАТО, натовская Европа оказывается заложником США. То есть о какой независимости мы можем говорить? Потому что еще 10-15 лет назад происходило прекрасное сотрудничество экономическое, технологическое между большей частью стран Европы и России. Никаких конфликтов, никаких особых проблем не было. Когда Россия завела впервые разговор о том, что в нарушении всех устных соглашений, о том, о чем часто шла речь, НАТО продолжает свое расширение на восток, насколько просто было бы просто договориться, учесть интересы друг друга, и в конце концов Штаты тоже не особо бы пострадали, потому что в этой новой формуле нашлось бы место всем. Но, к сожалению, как мы сейчас здесь говорим, мы имеем в виду с очень подготовленным, очень опытным и мощным не противником, а врагом, который не привык ни с кем договариваться. Если мы посмотрим на историю коллективного Запада и особенно империи США, США не привыкли не учитывать ничьи интересы, кроме своих собственных. Они привыкли диктовать другим свои условия, и поэтому сейчас наступает момент, в котором нам уже не приходится выбирать себе союзников, кто нам идеологически ближе, кто симпатичнее, кто как себя ведет в сфере защиты прав человека. Я думаю, что сейчас все человечество при всем огромном разнообразии должно объединяться против этого монстра, иначе мы просто не выживем, потому что речь идет даже не о сохранении России как государства, а о сохранении всего мира. Вот я думаю, что если эта война действительно, она может закончиться только победой или поражением, если победа России абсолютно ничего не гарантирует, потому что внутри самой России, внутри многих стран, поддерживающих Россию, должны измениться очень многие вещи. Это не должно быть войной более мелких хищников против более крупных хищников. Но если эту войну победит крупный хищник, империализм США, то от остального человечества и всех наших надежд на социальную справедливость, демократию действительно останутся рожки до ножки, то есть человечество может будет просто уничтожено, потому что эта война, это мировая война против всего человечества. Волей судьбы так сложилось, что сейчас на первой линии этой борьбы оказывается Россия, которая, с одной стороны, должна пройти процесс определенных внутренних трансформаций для того, чтобы победить. С другой стороны, одна Россия не может. России необходимо понимание, поддержка, солидарность.
всего большей части народов мира, не стран, правительства не столь важно. То есть нам необходимо тоже выстраивать совершенно другую информационную политику, то, что когда-то раньше называлось народной дипломатией, может быть. То есть необходимо установить информационные, коммуникационные мосты между Россией, между Донбассом, между тем, что реально здесь происходит, и остальными социальными движениями, организациями, политическими и гражданскими силами всего мира, для того, чтобы мир вырвался из этой глобальной манипуляции времени постправды, когда все мировые СМИ рассказывают миру собственную сказку о плохой России и несчастной жертве Украине, демократической независимой стране, против которой идет неспровоцированная агрессия. То есть слово «неспровоцированная» меня особенно впечатляет в этом. Здесь вот сейчас затронули тоже замечательно. Да, Георгий, ты что-то есть сказать? Да, смотрите, блестящий анализ внешней политики, но нам нужно быть реалистами, да, что в ближайшее время никакое мировое сообщество на нас не будет ориентироваться, потому что все ждут, кто, так скажем, в этой схватке станет сильнее. И даже действия Китая, Индии, и даже Турции, и других стран, и даже Израиля, они так или иначе будут, так скажем, корректировать свое отношение к нам, как мы себя будем не вести, а как мы будем побеждать, не будем побеждать, насколько мы будем, так скажем, успешны в этом конфликте или нет. Это первое. Второе. Надо понимать нам, что началась схватка за власть внутри страны, что, конечно же, мы, как оппозиция левопатриотическая, относимся критически к власти, к Единой России, к политике, да, и даже многие, которые, так скажем, на начале специальной военной операции критиковали это решение, но надо понимать, что сейчас в случае военного поражения приговорены мы все. И Федоров, и Левченко, и там Зюганов, Миронов, все приговорены для этой, так скажем, международной банды, которая сейчас хочет нас, так скажем, уничтожить, и она уже пытается, мы приговорены все. То есть пройдут не просто иллюстрации, а пройдут жесточайший террор по отношению к патриотам, и ни коммунистам, ни патриотам там, как бы сказать, мало не покажется. Поэтому в данном случае, как мне кажется, нужно левопатриотическим силам четко обозначить свою позицию. Да, мы потом разберемся с нашими политическими руководителями, да, мы должны готовиться к тому, что как только, возможно, начнется политический кризис внутри страны, левопатриоты должны сказать свое веское слово и вообще начать претендовать всерьез на власть. Но нам четко нужно сейчас поддерживать наши вооруженные силы, потому что там Кадыров и Пригоженко, и до этого действия, которые против наших, как бы не действия, а высказывания некоторых блогеров, они унизили армию. Поэтому Путин, поняв, что армия, так сказать, чуть-чуть унижена, поставил довольно-таки популярного генерала, да, и вот эти вот удары, они как раз, так скажем, сняли некоторые унижения с армии. И в первую очередь они были направлены по Киеву и по другим городам именно в точку зрения армейской логики. Вот, потому что с армейской точки зрения эти удары недостаточные, нужно ковровые бомбардировки, необходимо сносить всю инфраструктуру, железнодорожные и так далее. То есть армия так настроена. Вот. И в данном случае нам нужно понимать, что наш союзник в этом отношении в большой борьбе за власть именно как раз наши вооруженные. Потому что сейчас 300 тысяч уходят на мобилизацию, эти люди придут оттуда далеко не с демократическими взглядами, они увидят все и уже видят все вот эти вот, так скажем, вещи, связанные с несправедливостью, с воровством, с неподготовленностью, и вот эти вот 300 тысяч, которые сюда вернутся, к сожалению, не все, да, вот это как раз те люди, с которыми нам надо будет разговаривать. Второе, надо понимать, что с моей точки зрения 300 тысяч – это вынужденная экстренная цифра, которая должна только, возможно, хоть как-то, так скажем, восстановить паритет военный на этих территориях, потому что украинские вооруженные силы мобилизуют там до 1 миллиона человек, 750 тысяч, и у них это идет уже 4-я волна, по-моему, и они, как бы сказать, к этому готовы. В данном случае нам надо готовиться, что мобилизация продолжится.
возможно, даже в ноябре вторая волна будет. Просто сейчас больше 300 тысяч невозможно просто переварить, учитывая, что у нас еще сейчас происходит, так скажем, призыв в армию. Да? Но в целом все общество уже будет втянуто в вот этот военный конфликт. Это конфликт коснется каждого, так или иначе. Потому что уже сейчас мы видим, что кого-то из наших товарищей мобилизуют, кто-то сам уже ушел туда, кого-то, так скажем, будут мобилизовывать. И в этом отношении нам нужно понимать, что мы уже вошли в новую политическую реальность, и левым патриотическим силам четко, не снимая ответственность Единой России, не снимая критику с представителей власти, не полностью лоялизироваться с нашими властями, но тем не менее нам нужно сделать свой выбор и действовать в этом направлении. Для того, чтобы, завершаю, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие годы будет, и уже она началась, большая схватка за политическую власть в нашей стране. И левые патриоты должны в ней не просто участвовать, а возглавить эти процессы и победить, потому что другого выбора нет. Пока левые патриоты нужны, к нам относятся лояльно или хоть как-то, так скажем, закрывают глаза. Если произойдут события, которые могут произойти, то нас просто зачистят в первую очередь как альтернативу, и никакой жалости как ни со стороны западных, так скажем, либералов, как со стороны местных каких-то таких вот групп влияния олигархических, ни у кого не будет жалости к нам. Игорь, у меня есть вопрос. Вот такой я предложил бы сейчас обсудить на коротке, но достаточно, по крайней мере, многих интересующий. Некоторое время назад широко стали известны в свете текущих событий старые кадры, архивные программы «Взгляд», где, я сейчас не помню точно фамилии, но участвовал один из первых президентов Украины, который до Кучмы был, вот, Кравчук. Вот. И оппонента не помню, но в общем обсуждалось то, что это середина 90-х, что грядет, просчитывается сценарий войны между Россией и Украиной, и таким образом начало какого-то такого большого глобального конфликта. Все сейчас тоже активно смотрят попытки сделать из Владимира Вольфовича такую народную Вангу, который предсказывал, что вот начнется война на Украине, натовцы готовят сценарии. Сергей Георгиевич, вы сейчас сказали, что это гражданская война. И наши другие гости тоже согласились, что в определенном измерении, да, это гражданская война. Но если правы те, которые говорят, что сценарии вот такого противостояния были подготовлены на Западе, можно ли победить в гражданской войне по чужому сценарию? Мы же двигаемся, грубо говоря, не по своим собственным сценариям, по своим разработкам. Может быть, это все действительно чужой план? В принципе, можно. Примером служит наша избирательная система. Мы все время действуем по их сценариям, по их законодательству избирательному, которое они каждый год ремонтируют, что-то новое вводят. И во многом мы побеждаем. Вот я уже говорил, что на одной из передач, что мы вот на этих выборах в Иркутской области от количества выдвинутых кандидатов 43% стали депутатами и главами администрации. И мы еще недовольны, считаем, что нужно было более 50%. И была полная возможность, потому что прямо вот целый ряд наших кандидатов проиграли с перевесом в 1 голос. То есть, если бы вот таких еще вещей не было, то понятно, что они там подкручены. Мы умеем работать и воевать по чужим сценариям, и думаю, что в принципе это возможно. Другое дело, что это чрезвычайно сложно. И как раз люди, которые, так сказать, вот сегодня воюют по чужим сценариям, они должны хорошо это знать.
и не заниматься тем, не выполнять их впрямую команды, где они там нас наускивают, их наускивают и говорят о том, что давайте два народа между собой сцепитесь. Здесь совершенно справедливая пословица наша российская, когда два пана дерутся, у холопов чубы трещат. И вот если большее количество людей будет понимать, что это так, и тогда и действия будут другими. И тогда и вот эти наши военные действия тоже будут целенаправленными, а не символическими. Тогда можно будет объяснить, почему война странная или она перестанет быть странной. И народ украинский тоже, с одной стороны, это и тоже в наших силах, потому что, так сказать, точно так же, как ведется пропаганда разных украинских каналов на российскую территорию, и мы явно проигрываем эту информационную войну, мы и здесь должны сосредоточить свое внимание для того, чтобы людям объяснить, что происходит. Что действительно мы воюем по чужому сценарию, и в этой ситуации, даже если вот мы, так сказать, через некоторое время одержим победу, это же ведь огромная территория, где, ну так скажем, как минимум больше 25 миллионов человек проживает. И с людьми, которые там живут, которые подвергались вот этому зомбированию последние там 3 десятка лет, с ними ведь нужно сотрудничать. Мы же ведь не можем действовать так, как фашисты, они приходили там свою комендатуру делали, так сказать, и через старост, там, через предателей, коллаборационистов, значит, начинали управлять. Это не действующая система. Поэтому вот объяснить и нашему народу, и украинскому народу, что они должны действовать и что они действуют по чужим сценариям. Мы же ведь помним, как американцы буквально за несколько дней перед 24 февраля со всех своих каналов, со всех мировых каналов наускивали и говорили: вот-вот, сейчас значит, Россия, так сказать, перейдет границу Украины. Это и произошло. Поэтому они и сейчас продолжают это делать, сталкивают два государства, два народа, значит, руководителей и так далее. Если мы это поймем, что сценарий чужой, тогда и действия наши будут совершенно другими. Спасибо, Сергей Юрьевич. Игорь, Олег Владиславович, как вы думаете, можно ли вот побеждать по чужим сценариям? И действительно ли мы сейчас живем и ведем вот эту спецоперацию, так называемую, по чужому сценарию? Я думаю, что сценарий в процессе может меняться, потому что если мы вспомним события и восприятие событий, начиная с 24 февраля из России и из остального мира, я считаю, что прошло несколько этапов, многие вещи видятся совершенно по-другому. И самое главное, что вот изнутри России видны очень здоровые, очень интересные, очень обнадеживающие тенденции. Возникает настоящее гражданское общество. Не либералы, которые называли себя гражданским обществом, а которые вели все эти десятилетия войну против России, против Украины, против всей нашей советской территории, которая осталась. А сейчас изнутри России возникают голоса людей, которые готовы защищать эту страну, которые чувствуют эту страну своей, у которых эта любовь к стране совершенно глубокая, критическая, гражданская, которые все жестче и решительнее критикуют власть с одной стороны, с другой стороны они понимают, с кем идет война на самом деле, и то, что они пытаются сделать, во-первых, создаются в Телеграме, например, масса независимых, действительно патриотических средств информации, где возникает очень интересный социальный диалог, обмен идеями, без цензуры, критическим взглядом, мне кажется, для любого общества
Это очень важно. И с другой стороны, опять же, поскольку я сохраняю контакт со многими друзьями и в Европе, и в Латинской Америке, восприятие событий, происходящих сейчас на украинской территории, тоже очень сильно изменилось. По крайней мере, все больше людей, которые сначала были под информационной бомбежкой очень профессиональной той стороны, они, по крайней мере, сейчас понимают, что все не так просто и ищут и альтернативных источников информации. Я думаю, что в этом огромный наш пробел, то есть мы оказались до сих пор не в состоянии создать собственные какие-то независимые источники на разных языках для того, чтобы доносить до наших друзей из разных стран, для людей, которые болеют за наши народы, болеют не за Россию, а болеют за украинский, российский, за наши постсоветские народы, которые сейчас переживают этот драматический момент истории. Доносить им нашу человеческую правду, говорить открыто, откровенно о проблемах, которые у нас есть, и о том, что нынешней России есть что защищать, несмотря на справедливую критику власти, несмотря на множество вопросов. Если сейчас посмотреть на нынешнюю Россию из большинства мест мира, я думаю, что несмотря ни на что, да, эта страна весьма пригодная для жизни и по культурному развитию, и по множеству социальных аспектов. Здесь можно очень много спорить, я не хочу сейчас подать в это, я сюда прилетел из Латинской Америки, из так называемых успешных, демократических, беспроблемных стран Латинской Америки. Я вижу, что граждане в России неплохо защищены социально, им есть что защищать. Опять же, если сравнить российские реалии с соседними украинскими, разница огромная. В России еще очень важно то, что несмотря на капиталистическую или антикоммунистическую риторику очень многих граждан и людей, которые питались той же идеологической пищей, что и коммунисты последние годы, несмотря на что, здесь сохранена социальная ткань, здесь сохранены некапиталистические отношения между людьми. Здесь люди, особенно в Сибири, особенно в глубинке, есть очень здоровое общество, есть огромное человеческое бескорыстие, которого нет на Западе. Кстати, на Украине или в нынешней Украине, несмотря на весь официальный антикоммунизм, тоже существует вот та социальная ткань, те отношения между людьми, которые результат существования нашей общей истории и советского народа. Мне кажется, очень интересно и очень важно учитывать этот огромный потенциал будущего, который остается на всей постсоветской территории, потому что строительство этого будущего начинается прямо сейчас. И главная задача сейчас, поскольку я не военный специалист, я бы не решился давать кому-то какие-то советы, но мне чисто по-человечески, мне кажется, очень важно не дать себя расчеловечить, не дать себя опуститься до аргументов той стороны. В социальных сетях российских, к сожалению, тоже все чаще встречается терминология типа хохлы, чубатые, и так далее. То есть вся эта лексика, все это восприятие мира, весь этот взгляд, он способствует задаче наших врагов в том, чтобы расколоть наши народы, чтобы натравить нас друг на друга. Мне кажется, надо быть крайне деликатным и осторожным с подобными вещами. Вот как товарищи затронули тоже важную тему, мне кажется, потому что там убито столько-то нацистов и так далее. Ну, какие это нацисты? Это молодые ребята, которым не повезло родиться в определенном месте в определенный момент, которые попали под бомбежку профессиональной западной пропаганды, бомбежку испытаний, которые мало кто может выдержать. Они сейчас превращены в пушечное мясо, они жертва. Их смерть – это тоже боль, это тоже наши люди, в конце концов, которые гибнут в результате того, что не нами планировалось, не мы этого искали, и, конечно же, необходимо вот эту вот тему гуманизма, эту тему сохранения наших человеческих связей, не разрушения их. Я понимаю, насколько это сейчас сложно, маловероятно, но я бы уделил этому совершенно особое внимание. Мы остаемся единой территорией, единым народом с этой страшной войной, опять же, не войной между Россией и Украиной,
а войной неолиберализма, который с фашизмом уже что сейчас произошло. Сейчас, если раньше неолиберализм и фашизм были на разных идеологических полюсах, произошла какая-то странная вещь в последние годы, и они превратились в единое целое. Особенно это хорошо видно на примере Европы. Этот монстр сейчас ведет войну против всего человечества. Человечество должно пытаться понять это, пытаться понять механизмы манипуляции нашим сознанием и стараться оставаться людьми, как бы трудно это сейчас не было. Спасибо. Георгий Владимирович, вы что думаете по поводу игры по чужим сценариям, по поводу, особенно, наверное, интересно было бы вам задать вопрос про, согласны ли вы с тем, что сейчас зарождается гражданское общество нового типа, возможно, в России, и поможет ли это нам победить в информационном противостоянии с Западом? Ну, смотрите, по поводу чужих сценариев. В Российской империи, в Советском Союзе, вообще в новейшей истории очень много таких случаев, когда сценарий, там, в том числе и Западом, писался один, и потом такое происходило условно русское чудо, когда раз, и мы выигрывали, и побеждали. Ну, например, там большевики гражданскую войну выигрывали, ну, не только по чужим сценариям, а вообще очень сложной ситуации. Великая Отечественная война наша, мы победили не просто готовились там по чужим сценариям, а мы еще и победили и так далее. И в этом отношении я оптимист. Я считаю, что побеждать можно, и мы обязательно победим, потому что другой пути нет, альтернативы нет. Либо мы победим, либо мы будем уничтожены, причем физически. И государство России закончит свое существование в любом формате. И на этой территории будут уничтожены все леводемократические, социалистические, коммунистические идеалы, и уже, как бы сказать, мировой капитализм и мировая олигархия, в том числе и благодаря, опираясь на наши, так сказать, недобитков и пятую колонну, она просто вытравит здесь все, она уничтожит все. Вот. И поэтому в данном случае я оптимист. Нам нужно побеждать, другого пути нет. Это первое. Второй вопрос. По поводу вообще, так скажем, того, как действовать дальше и вообще куда это может привести. Я считаю, еще раз повторюсь, мы, вот то, что говорил коллега, по позитивную повестку, по гуманное отношение, как бы мы с вами не хотели, но законы пропаганды, законы войны, они однозначны. То есть если не будет вот эта вот риторика про нацистов, про все, просто рано или поздно задается вопрос, кого мы там уничтожаем. И в этом отношении, еще раз говорю, плохо, это хорошо, это единственный путь, который позволит, хотя это трагедия, любая гражданская война — это величайшая трагедия, который позволит хоть как-то объяснять все, что происходит. Нам, глубинному обществу, которое сейчас нарождается, действительно придется рано или поздно все объяснять и говорить честно. Потому что те люди, которые придут с фронта, простой обыватель, даже не доброволец, не контрактник, а просто простой обыватель, который был призван, мобилизован, он вернется и начнет задавать вопросы. И наши власти либо на этот вопрос ответят, либо, как бы сказать, вот эта сила материализуется в другие формы и сама начнет, так скажем, активно задавать и отвечать на вопросы. Кстати, на базе вот этих любых войн, которые были, всегда формировалась какая-то политическая сила, которая была иногда очень правильной, прогрессивной, как, например, там большевики, да, а бывала другая история, как после поражения Веймарской Германии, после того, как, так скажем, часть общества военных почувствовала унижение, сформировалась на базе, в том числе и в первую очередь фронтовиков, очень мощное нацистское движение, которое, так скажем, к чему привела, мы видим. В данном случае, я думаю, что вот коллега говорит про либерализм. Для либерала нацист всегда ближе, чем коммунист, потому что нацист, так или иначе, он не ставит под вопросом само существование того политического строя, курса, который существует. Нацист понимает, что либерал так или иначе и учитывает возможности либерализма, он сможет прийти рано или поздно к власти. А нацисты, и коммунисты, и социалисты – это две непримиримые понятия, и две непримиримые позиции. Поэтому либералы, они будут
всегда ставить, вот особенно сейчас, на нацистов, потому что нацисты – это хороший инструмент, который выполняет грязную работу, как сейчас сформировано, как сейчас происходит на Украине. По поводу вот Кучмы и прочего. Вот все президенты Украины, даже Янукович, так или иначе заигрывали с националистами. Так или иначе, они кто-то хуже, кто-то меньше, кто-то больше, но они все продвигали вот эту украинскую идентичность, политическое украинство, и вот это вот, как бы сказать, собственный путь, который очень щедро Запад спонсирует. Поэтому, друзья, надо четко понимать, в какой ситуации мы находимся, хотим мы этого, не хотим. Конечно, это все, так скажем, трудно, тяжело, война, кровь, но мы должны внутри страны формировать не просто гражданское общество, а готовиться к тому, что это гражданское глубинное общество, которое сейчас зарождается, рано или поздно выйдет на политическую арену, пока еще не сформированная как некая политическая сила, она будет примыкать к каким-то политическим, могут какие-то, так скажем, формы видеть этой новой, так скажем, реальности и новой политической силы, но левые, социалисты и коммунисты должны, с моей точки зрения, начать контакты с этими людьми, риторику свою менять с точки зрения однозначности поддержки армии, и уже, зная, что мы не сделаем левый поворот, я имею в виду наши верховные, так скажем, правители, да, произойдет отторжение власти от этого глубинного народа, как они это любят говорить, и вот в этот момент должны появиться, условно, там, левые патриоты, агитаторы, которые должны будут формировать именно новую политическую силу, опираясь в том числе и на какие-то военные круги. Объясню, почему военные. Или людей, которые там воевали, служили. Просто потому, что во время войны и после войны всегда человек с ружьем, он имеет большую ценность, чем просто какой-то обыватель. И Первая мировая война, после Второй Великой Отечественной войны и так далее, всегда новые силы опирались на, как слева, так и справа, опирались на какие-то военные и околовоенные круги. Игорь Михайлович, я предлагаю перейти к одному из таких последних завершающих раундов вопросов, которые мы обсуждали предварительно. Антон, дорогой, можно мне отреагировать? Тут много было сказано, что все-таки требует реакции. Ну, во-первых, этот тезис, вопрос, можно ли выиграть по чужому сценарию, вот, он требует все-таки ответа и пояснения. Можно, но выигрыш будет принадлежать тому, кто обозначил этот сценарий. То есть выиграть как солдату можно, что и происходит. Это первое. Существует такой социальный закон, правило, как хотите. Человек или сообщество должны ставить себе цели. Социум так существует, что он всегда существует в стратегиях и целях. Если ты или твое сообщество не ставит тебе цели, эти цели будут тебе навязаны другим персонажем или сообществом. Это закон. Это закон. Тут было сказано, построение будущего в России. На сегодняшний день российская администрация, путинская администрация никакого будущего не строит. Тут иллюзий тоже не должно быть. Они строят прошлое. Неофеодализм путинский, который на сегодняшний день существует, олигархат, это прошлое. Это историческое прошлое человечества. Поэтому все время будем промахиваться. Теперь, если коснуться Украины. У них, в отличие от России, есть глобальный проект, колоссальный проект. Построение, собственно, суверенного государства. Они куют нацию, не останавливаясь ни перед чем. Вот вообще никаких моральных ограничений у ребят нет. Но это проект. Это проект. В России проекта нет. Вот этот весь флут экономистов, псевдоруководителей, повышение благосостояния, улучшение, возвышение, это все ерунда. Мы уже говорили об этом. Это инструменты. Это не может быть самоцелью. В России на сегодняшний день нет проекта. А он сейчас необходим. И уже очевидный проект суверенитета России. Очевиднейшая же вещь. И не могу не отреагировать на то, что сказал Георгий по поводу «мы должны объединиться вокруг да около, мы должны объединиться вокруг армии». Там, я не знаю, я, честно говоря, не понял, вокруг кого.
Кто нас зовет вокруг чего объединяться? Я вот это не понимаю. Вокруг Путина объединиться? Каким образом? Вокруг армии объединиться? Да вот здесь через стенку волонтерская организация, которая по крохам собирает на эти квадрокоптеры шмотки, носки там и так далее. Ну как-то народ работает. Нам не дают объединяться. Путинская администрация хронически боится любого гражданского объединения. Любого. Теперь опять же, вот я сейчас быстро просто реагирую на то, что сказано. Заменили на более популярного генерала. Да не более популярный, более профессиональный. Беда, опять же, путинской администрации, что кругом не профессионалы, случайные люди и во власти, и в профессии. Если он не будет делать никаких изменений, кадровых изменений, понимаете, если вот эти все Шойгу, Герасимовы и прочие Мантуровы останутся у власти, Чемизовы, мы не сможем выиграть. Либо произойдет какая-то такая катастрофа, которую они будут объявлять нашей победой. Это же очевидно. Если путинская администрация не будет делать этих необходимых в результате неизбежных изменений, нас ждет катастрофа, это очевидно. И тут левые и правые, там, из соседнего кабинета, неважно, но уже ни о каком транзите, ни о каком выборном процессе, ни о каком плановой смене власти речи быть не может. Если вот сейчас, в ближайшее время, не будут кадровые изменения, а их нет, их даже не предвидят. Эта администрация их не видит. Я вообще не вижу вот намека на реформы. Все те же люди сменили, по сути, одного генерала. Но это маловато. Это маловато. И последнее, по поводу построения гражданского общества. Само выживание, вот тезис, да, выживание, необходимость выживания, оно вообще-то не предполагает построение гражданского общества. Гражданское общество может строиться только в результате открытого, нормального политического процесса. Политическая жизнь на сегодняшний день в России умерщвлена. Малейший яркий лидер, вот малейшее какое-то объединение, политическое объединение, мгновенно уничтожается, подставляется, сажается. На поверку одни клоуны. Псевдопартии, там вот эти малки, клопы какие-то, организации, какие-то объединения молодых. Эти постоянно путинги проходят там, то на Ленинских горах, там с флагами и так далее. Никакого отношения к политической жизни это не имеет. Это все симуляция. Ну, я как бы так сейчас бегло отразил то, что было сказано. Что ну, невозможно без критики оставить. Антон, спасибо, что терпел так долго. Меня неправильно поняли. Да. Да, вот смотри, Игорь, я сказал не объединиться вокруг армии, потому что сейчас при нынешней конфигурации это совершенно другая история. Я сказал, что для того, чтобы в будущем разговаривать с теми людьми, которые прошли фронт, с мобилизованными, с армией среднего, низшего звена, мы должны ее сейчас поддержать безоговорочно, потому что они придут сюда и будут задавать вопросы, почему произошло так, почему произошло поражение, почему цели одни, вторые и так далее и тому подобное. То есть мы должны сейчас закрепить свою четкую позицию. Иначе с этими людьми будут разговаривать наши политические оппоненты. Первое. Второе. По поводу объединения. Я не говорю, сейчас нужно сформировать какую-то структуру, которую сейчас сразу же дадут по голове, так скажем, и уничтожить, что правильно. Ты прав, Игорь. Но я говорю о том, что сейчас нам необходимо продумывать те возможные сценарии развития событий. И первое. И второе, в случае, если эти сценарии начинают реализовываться, нам необходимо быстро думать о том, каким образом становиться политической силой в рамках какой-то действующей политической силы, либо самостоятельной. Но военные, силовики, люди, которые отслужили, ветераны вот этой вот войны, которая будет, они будут движущей силой будущего, вот скажем, процесса. Они будут движущей силой просто потому что вся страна в этой, как бы сказать, истории будет замешана. А эти люди уже проснувшиеся, люди, ушедшие на фронт, увидевшие своих товарищей в гробах, увидевшие вот эту всю коррупцию, они, еще раз говорю, они не успокаиваются. Это можно вспомнить и чеченские истории, когда они, да, там кто-то в криминал ушел, кто-то еще, но тем не менее это активные люди, которые будут задавать социальные вопросы, которые будут думать, ради чего все это происходило, которые будут думать, какое будущее у нашей страны. И, ну, как бы,
этот шрам, война, он останется на всю жизнь. Это болит. И они будут искать свое применение. Так как ты прав абсолютно, что нынешние власти не будут делать никаких кадровых решений, все это тактически, стратегически нынешние власти проиграют. А вот мы должны мыслить стратегически, мы должны видеть эти возможные сценарии, мы должны не бояться этих, хотим мы не хотим, и быть готовым в этих сценариях в различных участвовать. Коллеги, мы достаточно плотное обсуждение уже провели, и я думаю, что обсуждая тему «Сожжены ли мосты», мы все-таки пришли к выводу, что не все еще потеряно, что есть контакты, коммуникации, и один из главных таких тезисов нам Олег Владиславович дал, что нужны новые мосты. Помимо существующих нужны новые, и мы даже в каком-то масштабе обсудили, какими они могут быть, какие могут быть пути наведения этих мостов. Я предлагаю сейчас всем нашим гостям высказаться, подчеркнуть, может, какие-то тезисы, которые понравились, не понравились, новые тезисы какие-то добавить по итогам обсуждения, впечатления какие-то. Ну и, возможно, что-то о новых мостах, которые могут быть, как они могут быть возведены. Сергей Георгиевич, что бы вы сказали про сегодняшнюю нашу дискуссию? Ну, во-первых, она мне очень понравилась. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вот в этой сегодняшней дискуссии, как, собственно говоря, и во многих предыдущих передачах, мы подходим уже где-то, формулируем, что ли, то, что должно происходить в нашей стране, в обществе, в нашей стране. Ну, первое, о чем я бы хотел уточнить, действительно необходимо объединение. Первое. Никакого объединения, которое пытаются нам навязать сегодня, я имею в виду сверху, правящий режим, олигархов с разграбленным, ограбленным народом, быть не будет никогда. Этого не получится, сколько бы они никаких мантр или там заявлений не делали. Объединение, вот Игорь Михайлович правильно сказал, он сказал точное слово «суверенитет», но, может быть, оно не вполне понятно многим людям. Тут все-таки необходимо знать, ну, так сказать, что это такое понятие и, так сказать, в чем он должен выражаться и так далее. Но мы же с вами помним все последние вот после советские годы. Мы от этого суверенитета, я имею в виду власть в первую очередь, бежали со всех ног. У нас был друг Билл, друг Коль. Если вот посмотреть 32 почти года после того, как перестал существовать Советский Союз, мы больше 25 лет точно ходили и пытались задружить с этим Западом, который вытаскивал с нас все, что можно. И природные ресурсы, и брал там за копейки наши предприятия очень высокотехнологичные, и тем самым, значит, устранял конкурентов и так далее, и так далее. И вот сейчас вдруг прозрели, значит, нынешние руководители и стали во многом говорить теми словами, которые говорили лидеры Советского Союза в 80-е и 70-е годы. И ведь, может быть, так сказать, немножко в другой стилистике, но смысл-то тот же самый. Мы говорили, что мы реально оцениваем, что такое Запад, что действительно они сами никогда не пойдут на то, чтобы наступать на горло своей песни, чтобы свои интересы не преследовать, только под давлением. Помните, как Советский Союз при помощи огромных усилий останавливал гонку вооружений? Сколько было подписано этих соглашений по поводу, так сказать, уничтожения ядерного, химического оружия там, и так далее. Вот после этого 25 лет шло под лозунгом, что у нас лучшие друзья это Билл или Коль,
А теперь вдруг прозрели, что есть на самом деле. Но мы упустили эти 25 лет, а то может быть и больше. Мы бы совсем в другой ситуации были. И всем тем, кто руководит нашей страной, об этом нужно народу сказать честно. Рвануть рубашку на груди и сказать: простите, люди добрые. Во-первых, мы Украину все время отталкивали и, так сказать, каждый год пытались им там цену увеличить на углеводороды. Собственно, бросали им их в объятия Америки и, значит, этому сегодняшнему Западу. А теперь мы вдруг прозрели, аж мы, это руководители страны, вдруг прозрели, что есть такое, значит, Запад во главе с Америкой. Это тоже нужно людям понять. И нам действительно нужно выстраивать свою собственную политику. У нас нет другого варианта. Не выстраивать политику, то под Запад, теперь выстраиваем под Восток. Этого нельзя делать. Может быть, еще хуже. Еще хуже, потому что на Востоке попользуются нами, учитывая наше сегодняшнее состояние и то, что мы не знаем, кому приткнуться сегодня с нашими природными ресурсами, еще сильнее, чем так называемый цивилизованный Запад. Значит, нам нужно выстраивать свою политику и действительно не вокруг президента или там не вокруг вооруженных сил, а вокруг идеи самостоятельного развития страны. И, кстати, мы этим сейчас занимаемся. Мы сейчас вот и в этой передаче «Страна огромная», и на всех каналах, на которых я, значит, бываю, и у Георгия, и вот у Игоря Михайловича. Мы как раз этим и занимаемся, собиранием страны. И при этом, значит, мы прекрасно понимаем, кто сегодня, ну скажем, будет противодействовать и противоречить нам. Это известно, классики давно уже говорили, марксизм и ленизм, что в экстремальные периоды времени крайности смыкаются. И фашизм, либерализм сегодня смыкается. Это давно известно, 100 лет назад, как говорится, было сказано, даже больше. Поэтому удивляться тут ничему не надо. Надо просто изучать классиков и, соответственно, и в том числе их, исходя из их опыта, вести дело, так сказать, к тому, чтобы, значит, объединять народы. Есть еще один момент, я уже давно говорил, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Кстати, это не только генералы, но и политики тоже. Вот те руководители нашей страны, России, царской России, они готовились к другой войне. А вот к маршу пустых кастрюль были не готовы. Точно так же, как я понимаю, и сегодняшний правящий режим совсем не готов, несмотря на огромные, так сказать, вот всякие военные, военизированные организации полицейского характера, не готов к тому, что люди не согласятся вот с тем, что происходит в нашей стране. Когда непонятное, туманное настоящее и непредсказуемое будущее. Люди не могут жить в такой атмосфере. У них должна быть цель. Цель – страна, цель – крепкая страна, которая уважает людей, государство, которое заботится о людях, и в первую очередь о кормильцах, я бы так сказал. И о тех, кто сегодня, так сказать, взял на свои плечи это тяжелый груз вытаскивать эту страну из того, что у нас произошло. Это в смысле и Россию, и Украину. Я здесь вот нисколько не разделяю, потому что народ украинский еще больше обманут, чем наш. Ну, соответственно, нужно помогать и им прозреть. Спасибо, Сергей Георгиевич. Георгий Владимирович, ваши выводы по сегодняшнему обсуждению? Да, спасибо вам, потому что я сейчас должен на другой еще эфир бежать. Коротко, абсолютно правильный формат. Я считаю, что вот эти вот такие, так скажем, видео круглые столы, они должны проходить чаще, потому что сейчас действительно у многих вопрос, кто виноват, уже сформулирован, а что делать, многие задаются таким вопросом. Я считаю, что сейчас очень скоро будет запрос на новый социализм, на социалистический проект, который бы удовлетворял широкие массы, вне зависимости от национальности, так скажем, и территории, именно с точки зрения социальной справедливости,
определенные модели развития общества, прогрессивные, в рамках демократических процессов, институтов, которые сейчас, так скажем, утеряны. Да? То есть второе, суверенитет бесспорно, потому что вопрос отсутствия суверенитета, он ставит крест на остальных вопросах вообще дальнейшего развития. Ну и третье, я могу сказать так, что, конечно же, время после 24 февраля, когда можно было смотреть друг другу в зубы и говорить, ты там более правый, ты более левый, ты там чистый коммунист, ты там какой-то там не такой патриот, прошли. Сейчас время формирования горизонтальных связей, контактов. И даже вот эти вещи, которые сейчас происходят, мы где-то спорим, озвучим свою позицию, это облегчит нам жизнь, действия в период, когда мы, возможно, войдем в серьезную турбулентность. Да? И уже мы не будем тратить время на вот эти вот, так скажем, вещи, связанные со слаженным, боевым, я имею в виду в кавычках, конечно, боевым, политическим слаженным. Да? И тогда придется действовать уже в рамках других категорий, другой политической системы. Поэтому, коротко, я очень поддерживаю спецу, желаю удачи, всегда на мою поддержку можете рассчитывать. Сибирь, держись, все будет хорошо. Всегда, так скажем, сибиряки, они и выводили очень часто нашу страну из самых кризисных ситуаций. Поэтому, друзья, все будет хорошо, я оптимист. Олег Владиславович, подведите, пожалуйста, вы итог сегодняшней дискуссии. Я постараюсь быть очень лаконичен, и чтобы привнести оптимистическую нотку, у меня есть ложка дегтя для этого разговора. Я думаю, что туман, о котором мы только что говорили в российском обществе, для тумана нет границ, туман сейчас надо всем или вокруг всего человечества, потому что ситуация критическая не здесь, причем здесь, в России, кризис ощущается даже во время войны гораздо в меньшей степени, чем в большей части мира. Почему? Потому что кроме очевидных вещей, пандемия раньше, сейчас вот этот вот конфликт, вообще человечество занимается выживанием сейчас, абсолютное большинство людей. Одновременно с тем, что мы занимаемся выживанием, неолиберализм за последние десятилетия разрушил системы традиционные государственного образования во многих странах, поэтому происходит очень быстро люмпинизация всего человеческого общества. Если когда-то говорили о люмпен-пролетариях или каких-то люмпинизированных слоях, сейчас достаточно очевидна люмпинизация всех слоев общества, включая власть. Достаточно посмотреть сейчас на людей, которые принимают решения от имени народов Европы, и я думаю, что мы легко поймем, о чем речь. То есть это наше клиповое сознание, это наше рассуждение, размышления на уровнях лозунгов, на уровне людоедки Эллочки почти. Это беда и трагедия не только России, Украины, но и большей части человечества. И вот я вспоминаю, в последних речах Фидель очень часто говорил, что несмотря на то, что с развитием капитализма всегда будет расти сопротивление человечеству капитализма, всегда будет стоять огромный риск, капитализм идиотизирует человека, он нас люмпинизирует. И возможно, что эта люмпинизация зайдет настолько далеко, что человечество просто перестанет понимать, против чего ему следует бороться. Вот какая-то точка невозврата. Я очень надеюсь, что эта точка невозврата не пройдена еще, но я думаю, что в данный момент никто не может дать гарантию этого. И что происходит? Если мы говорим о левых силах, мы можем говорить о социализме, коммунизме, а на самом деле неважно, каким измом мы это сейчас назовем, совершенно понятно, что мы присутствуем при полном крушении капиталистической модели, которая не может даже сейчас какой-то красивой лжи во спасение предложить человечеству. То есть все ее привлекательные ресурсы давно исчерпаны, поэтому интеллектуальная пауза, культурная пауза, какая-то пустота с картинками по телевизору. И в этот момент с левыми силами произошла тоже такая очень печальная вещь. То есть левые есть, я знаю очень многих левых людей, друзей в разных странах, но почти все мы признаем в том, что левого проекта сейчас в мире нет. Левых организаций, которые могли бы бороться за этот проект, тоже нет. Есть разрозненные левые идеи,
есть понимание необходимости построения проекта, который уже был бы не национальным, не местным, а общечеловеческим проектом, поскольку неолиберализм – это проект планетарный. Я думаю, что на планетарный вызов можно отвечать тоже повсеместно и планетарно. Но пока это на уровне теории, на уровне обсуждения. Я думаю, что нам необходим проект будущего, левый проект будущего, который должен выстраиваться гражданами, такими простыми гражданами, как мы. В результате споров, диалогов, бесед мы должны избавиться от интеллектуальной лени, от идейной трусости, то есть мы должны смело обсуждать любые, даже очень неудобные, невыгодные для нас темы, для того, чтобы вместе, коллективно выстроить новую картинку будущего. Звука нет. Тезисы, что без вашего комментария просто не обойтись. Антон, извини, пожалуйста, звука не было. Я говорю, Игорь Михайлович, вы сегодня так точно корректировали тезисы, что без вашего комментария мы не обойдемся. О, спасибо за такую оценку, но так, если по чести, то я уже сказал, что хотел сказать, и как бы лишние гири сейчас кидать нету смысла. Итог подведен, сказано все четко. Неожиданно для меня, конечно, передача немножко ушла от военной темы, но куда более важную тему. К причинам происходящего и к перспективам. Так что сегодня эфир, я считаю, удался. Вот если коротко. А остальное все сказано уже в полной мере по сегодняшнему дню. В полной мере. Сегодня хороший день. Во всех отношениях. Спасибо большое. И от себя добавлю, что на картинке, на заставке у нас сегодня был изображен пожар на Крымском мосту. Это результат, как объявлено, как, по сути, террористического акта. Сегодня обширные боевые действия происходят. И несмотря на это, мы пришли к тому, что главная тема – это коммуникация. И главное предложение наших гостей сегодня было установление горизонтальных связей между людьми. Это то, что можете делать вы, то, что можем делать мы прямо здесь, сейчас. И на самом деле это очень хороший залог для того, чтобы сформировать устойчивое, благополучное будущее. И для будущих дискуссий, обсуждений, конечно, нам нужно понять, к какому будущему нам вместе идти, что хотим мы достичь. Спасибо вам за то, что досмотрели. Спасибо всем, кто смотрит нас здесь и сейчас. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши каналы. И увидимся с вами через неделю. До свидания. Спасибо нашим гостям за прекрасные комментарии, мысли и огромный вклад душевно-интеллектуальный в нашу дискуссию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания.